Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 3 июня. Это у нас с вами будет среда. Записываем на колоде пасьянс. Это пасьянс цыганский. Почему? Потому что день у нас с вами обещает быть очень радостным, позитивным. Он будет идти под влиянием аркана Солнца. Мы с вами складываем 3.06.2026 год. И получается в сумме 19. А 19 это у нас аркан Солнца. Поэтому день будет солнечный, позитивный. Могут быть хорошие события, хорошие новости. Очень классные события, связанные с детками, могут быть в этот день. Еще из минуса, да, как может проигрываться. Но опять же, минус это условно, да, я бы даже сказала, это больше плюс. Это прояснение каких-то ситуаций. Вот там, где было что-то непонятно, неясно, была какая-то тайна, то вот по Солнцу это может все вылезти наружу. Поэтому, кто-то это считает минусом, я считаю это больше даже плюсом, потому что всегда лучше знать вот эту вот, видеть чистую правду, да, чем жить в каких-то иллюзиях. Ну что, поехали. Давайте теперь посмотрим, что каждому этот день приготовил. Первый у нас, конечно, Овны. 3 июня, среда. Покажите мне, как этот день пройдет для Овнов. Какие события будут? Какие события будут у Овнов? Да, вот видите, замочек. Откроется какая-то тайна. В вашем случае солнышко проиграется прояснением какой-то ситуации. Дальше цветок еще есть, роза. Чашка чая. О, лавровый веночек, успех. У нас, кстати, солнце тоже дает успехи в делах. Вот дети, цыплята. Прям основные темы проигрываются. Метла. Мечи нельзя. Корону нельзя. Здесь нет. Нет. И здесь тоже не вижу. Значит, у вас получается 6 событий. Первое. Откроется какая-то информация, откроется какая-то тайна. Солнышко вам подсветит эту информацию. Дальше. Может быть приятная встреча, свидание в этот день, успех в работе, в делах, гости, общение с детками, с семьей, семейные посиделки, там, забота, уход, может быть, допустим, там за детьми. И из минуса небольшая ссора. Метла, выяснение отношений. Споры, ссора. Еще метла может проигрываться наведением порядков. Чистота, уборка. Может еще так. Поэтому в целом плюс-минус, да, вот там страшных событий каких-то ужасных нет. Типа там обманов, неприятностей и всего такого. Благодарю за внимание, Овны. Переходим к Тельцам. 3 июня. Тельцы, события дня. Июня, Тельцы, события дня. Покажите мне. Первая роза. Флаг. Машина. Цветочек, супер. Сейчас пробегусь, посмотрю еще здесь. Не вижу я по периметру совпадений.
Получается 4 события. Но у вас Солнце проигрывается 2 событиями. Это исполнение желаний, это победа в делах. Вот так. Значит, но у вас еще, кроме этих 2 хороших событий, есть еще свидание, ну или просто приятная встреча, поездка, исполнение желания и победа в работе, в делах. Допустим, в этот день, если там у вас какие-то важные переговоры, может быть, там какой-то суд, не знаю, надо сдать или взять документы, то однозначно будет в этот день победа. Так что вот такой классный день у вас, Тельцы. Но это не только у вас, это, в принципе, я думаю, что у многих знаков зодиака будет хорошие события. Благодарю за внимание. Переходим к Близнецам. Так, Близнецы. 3 июня. События дня. Близнецы. Месяц. Первое событие у вас. Угу. Сундук. Книга. Яблоко. Солнышко нельзя. Венок нельзя. Змея. Угу. Также есть еще лебедь. Эх, расческа нам это напоследок выпала. Расческа и весы. Ну, может быть, неприятность будет связана с каким-то выбором. Так, сейчас пробежимся, посмотрим здесь. Что еще есть? Не, ничего не вижу. Получается, в этот день по месяцу будет событие, которое имеет цикличность, то есть повторяется каждый месяц, скорее всего. Дальше. Посещение госучреждения. Возможно, вот каждый месяц, в начале месяца вы ходите в какое-то госучреждение, казенный дом. Деньги, доход. Может быть, да, входите, не знаю, в банк, получать там зарплату, пенсию там, и так далее, снимать. В общем, получение финансов, доходы. Дальше неприятность. Вот это, к сожалению, минус. Неприятность. Плюс еще выпала слезы змея. Возможно, вот это одна история. Змея – это кто-то, ну, кто может, там, не знаю, иметь какие-то претензии в вашу сторону, там, не знаю, вести себя неадекватно, нападать на вас. Да, поэтому вот змея, слезы и неприятность, как говорят, могут вместе проиграться. Но также еще здесь неприятность, как я вам сразу сказала, это может быть сложный выбор. Весы рядом, колебания, сомнения. Так что, может быть, еще неприятность – это сложный выбор. И из хорошего это еще есть гармоничные отношения в паре. Поэтому у вас все хорошо с деньгами и в личной жизни, но неприятность, сложность с выбором и с каким-то человеком, змея. Вот такая вот информация для вас, Близнецы. Также, Близнецы, у кого день рождения 3 июня, я вас поздравляю, у вас начинается очень крутой год. Это год будет идти под влиянием аркана Солнца. Это год ярких событий, это год незабываемый. Это когда вот в нашей жизни происходит такое событие, типа там свадьба, рождение детей, покупка недвижимости, не знаю, там, ну, в общем, какое-то очень такое яркое событие может быть. Иногда проигрывается как, опять же, прояснение, подсвечивание чего-то. То есть в этот год мы прям вот узнаем и видим чистую правду. Если в нашем окружении кто-то где-то там имел какие-то тайные мотивы, что-то там за нашей спиной делал, то в этот год это обычно все становится ясно и понятно. С одной стороны, как бы это вы скажете, ну это негативное событие, да, когда открывается вся вот эта грязь. Ну, с одной стороны, это негативно, с другой стороны, позитив здесь в том, что вы теперь знаете, да, вот кто этот человек, вы знаете, что от него ожидать, и поэтому как бы
это тоже можно называть плюсом, да, вот, ну, это такая история двусторонняя, да, с одной стороны минус, с другой стороны плюс. Ну, будем надеяться, что у вас, конечно, он проиграется каким-то таким невероятным, ярким событием в этом году. Так, хорошо, переходим дальше к ракам. Раки. 3 июня. 3 июня. События дня. Раки. Третье июня. Раки. Сразу же сердце выпало первое. Метла. Конверт. Ключ. Лебедь. Колокольчик по горизонтали есть. О, есть еще у нас с вами успех. Теперь смотрим. Здесь нет карты. Сундук нельзя было из-за того, что у нас с вами выпало письмо. Здесь нет, здесь нет. Есть расческа. Так, значит, давайте разбираться. Из плюсиков, что у вас выпало из плюсиков на среду? Это общение с друзьями, дружеское общение, успех в работе, в делах, ключ. Возможно, вы для себя откроете какие-то новые там возможности, новые предложения какие-то могут быть. Решение сложного вопроса по ключу – это когда мы находим ответ на, да, вот на задачу со звездочкой. Получение новостей, информации, пустые разговоры, болтовня, ну, возможно, это вот с друзьями, болтовня, разговоры, гармоничные отношения в паре и одно негативное событие, неприятность. Скорее всего, это будет с кем-то ссора, споры в этот день. Так что много хороших событий, особенно, да, вот личная жизнь, дела, ключ, успех, новости, друзья. Ну вот с кем-то, единственный, да, вот минус, это с кем-то вы можете поспорить в этот день. Вот такая информация для вас, раки. Благодарю за внимание и переходим к львам. Так, смотрим, левушки. Мешает. 3 июня, 3 июня, львы, события дня, львы, среда. Как для львов пройдет эта среда? Что будет? Какие события? Что интересненького? Покажите мне. Так, смотрим, что у вас там интересненького. Угу. Сразу же сундук. Отлично. Цветок тоже хорошо. Бокал. Да, подсвечник.
подсвечник. И давайте смотреть горизонталь, вертикаль. Да, есть еще бабочка по горизонтали. В вертикали нет карты, нет совпадений, нет. И здесь тоже нет. Получается, у вас 5 событий. В среду первое событие, у нас с вами выпал сундук, это финансовые поступления у вас будут. Деловой разговор будет. Возможно, вот деловой разговор как раз пройдет для вас хорошо, и будут финансовые поступления. Бокал, застолье, мероприятия, посиделки какие-то. Дальше надежда. В этот день вы на что-то возлагаете надежду. Может быть, на получение вот это или на этот разговор. Ну, в общем, надежда и исполнение желания, цветочек. Так что одно событие лучше другого. Исполнение желания есть, деньги приходят, с кем-то поболтаете, где-то посидите. Так что шикарный день, девушки. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Так, поехали. Девы. 3 июня, среда. События дня. 3 июня, среда, события дня. Для дев. Как для них пройдет этот день? Среда как пройдет? Так, первое, что я вижу, месяц, цепь, корабль. А, змея вот еще была. Да что такое? Дерево. Что ничем не порадует нас. Так, здесь нет. Бокал нельзя. Ну, не выпало такого, знаете, сильно каких-то позитивных, радостных не выпало событий, но и негативных не выпало. Получается, выпал месяц, показывает, что будет какое-то событие, которое имеет цикличность и повторяется. Да, вот каждый месяц вы что-то делаете. Вот это будет 3 числа. Дальше нерешенный вопрос какой-то выпал. То есть какой-то вопрос может не решиться, и корабль ожидания. То есть вам придется ждать решения, видимо, этого вопроса. Приглашение куда-то можете получить в этот день. И змея – это общение с человеком, у которого длинный и острый язык. То есть кто-то может вас подколоть в этот день, сделать замечание, съязвить, в общем, и так далее. Еще иногда змея проигрывается контакт с таким человеком, ну, с язвительным, да, таким вот, знаете, по характеру, характер змеиный, но он в нашу сторону свой вот этот яд не применяет. Поэтому, допустим, вы можете понимать, что человек такой, но со мной он хорошо общается. Поэтому вот как бы, ну, из минусов я бы сказала так, но опять же плюс-минус. Это змея и это нерешенный вопрос. А где у нас ножницы? Так, вижу первую половину. Ага, вот. Ну, далековато, поэтому, возможно, этот вопрос как бы, может быть, на этой неделе не решится. Ну, в общем, тут не буду говорить, потому что по сеансу сложно сказать. Ну, какой-то вот вопрос не решится в среду. Так что такая информация для вас. Благодарю за внимание и переходим к весам. Так, весы. 3 июня, среда, события дня, весы.
Первая бабочка. Так, ищем дальше. Что еще здесь есть? Расческа. Машину нельзя. Угу. Яблоко. Цветок. Тут еще могло быть дерево. Цветок либо дерево. Ну, я первым цветочек увидела. Оставляю его. Месяц. Ну, больше, значит, не вижу. Получается, в этот день у вас может быть деловой разговор какой-то рабочий, неприятность, слезы. Что за неприятность, не скажу вам. Но вот какая-то неприятная ситуация может быть. Исполнение желаний и события, которые имеют цикличность. Ну, возможно, вот этот разговор там происходит раз в месяц с кем-то. Вот такой вот день. С одной стороны, плюсик — это исполнение желания, да, какой-то разговор важный. А с другой стороны, минус — может произойти неприятность. Кстати, слезы — это могут быть еще и слезы радости от этого желания. Оно может, да, не к неприятности относиться, а к цветочку. Так что здесь вот один минусик только есть. Опять же, иногда, знаете, как проигрывается, когда неприятность не касается нас лично, а мы, допустим, видим свидетелей этой неприятности, там, или, ну, допустим, там, по косвенной как-то она нас касается, по касательной. Так что, вот, может быть, повезет и таким образом проиграется. Благодарю за внимание и переходим дальше к скорпионам. Смотрим, среда. 3 июня, скорпионы, события дня. Сразу первая чашечка чая у вас. Так, машину нельзя, ключ. Ключ — это очень хорошо. Метла. Яблоко. Чемодан. Дерево. Цепь. Цветочек нельзя, конверт еще есть. Здесь нет. Так, значит, смотрите, получается, в этот день гости. Либо пойдете в гости, либо будете сами принимать гостей. Ключ показывает, что перед вами открываются новые какие-то возможности, перспективы. Еще ключ может показывать решение сложной задачи в этот день. Дальше небольшая ссора, споры с кем-то могут быть, либо уборка. Временная разлука, расставание, чемодан, слезы, нерешенный вопрос, приглашение и какие-то новости, сообщения. Возможно, в переписке будет приглашение, куда-то вас позовут, пригласят. Ну, из предупреждения это нерешенный вопрос и ссора. Из, да, вот как бы не таких негативных событий. Так, а давайте еще посмотрим. Ой, ножнички разделяет одна карта. То есть до решения вопроса остался вот буквально один шаг, скажем так. Поэтому я думаю, что скоро решится. Но если не в среду, то может быть там четверг-пятница. Вот такая вот информация для вас, скорпиончики, на среду. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Так, сейчас я складываю
чтобы они мне не повторялись. Угу. Все, смотрим стрельцов. 3 июня. Третье июня. События дня. Стрельцы. Так, колокольчик. Дерево нельзя. Рыба. Любовь. 2 сердца. Такое ощущение, что тут что-то есть, а я как будто бы не вижу. Свиток. Так, ну давайте смотреть горизонталь, вертикаль. Нет, нет. Нет, нет, нет. И здесь тоже не вижу. Значит, получается у вас 4 события. Первое. Пустые разговоры, болтовня с кем-то в среду. Любовь, гармоничные отношения в паре. Знакомство, если вы одинокие. Деловая встреча. И скользкое дело. Вот это предупреждение. Рыбка всегда говорит о том, что вас могут втягивать в какие-то истории мутненькие. Поэтому будьте осторожны. Не попадайтесь. Да, вот. По солнышку все должно быть четко, ясно, понятно, да, без вот всех этих виляний. Так что вот такое для вас есть и предупреждение. Более выпала встреча. Может быть, это на вот этой встрече будут пытаться вас втянуть в какую-то историю. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерожкам. Так, козероги. Козерожки хотели убежать. Так, 3 июня. 3 июня. События дня. Козероги. Так, козерожки. Сразу же цветочек, первое событие. Супер. Будильник. Подарочек. Бокал. Бокал. Шарики. Чашка чая. Также есть еще череп. О, солнце, вот оно. Солнышко, да, это у нас как раз как карта дня.
Значит, цыпленка нельзя, корону нельзя. Угу. И здесь нет. Получается, у вас в этот день очень много вообще крутейших событий. Ну, из предупреждения только череп и будильник, да, 2. Все остальное супер. Во-первых, исполнение желания, цветок. Дальше подарок, хорошие новости позитивные, застолье, мероприятие, бокал, радость. Ну, тут как бы хорошее настроение, радость, возможно, связанные с застольем, подарками. И гости выпали, чашка. То есть очень похоже на какое-то мероприятие, типа день рождения там и так далее. Может быть, вас куда-то пригласят. Из предупреждений череп. Но череп, видите, выпадает рядом с бокалом и солнцем. То есть тут, возможно, там, не знаю, будет какой-нибудь там лишнего выпить или много скушаете. Может быть, не знаю, там или устанете как-то, да, вот там шумно, весело будет. В общем, здоровье. Карты говорят, что здесь могут возникнуть вопросы по здоровью. И будильник еще тоже предупреждает, что в этот день надо правильно распределить время. Потому что здесь могут быть такие события, как вы можете там опаздывать, либо наоборот долго ждать. События могут смещаться, переноситься во времени. Поэтому тут всегда должны быть запасы, если выпадает будильник. Ну, допустим, там вы назначили встречу, да, и тут же вас пригласили на какое-то мероприятие, поэтому вот вы можете там не успевать куда-то. И нужно будет что-то переносить, смещать. В общем, вы должны быть к этому готовы в этот день. А так, в целом, видите, много классных событий. Новости, подарки, исполнение желаний. В общем, у вас, я бы сказала, радостный, позитивный день. Благодарю за внимание, Козероги. Переходим к Водолеям. Так, Водолеи. 3 июня, среда. События дня Водолеи. Что такое? Июня, Водолеи. Бокал выпадает. Роза. Мешок с деньгами. Расческа. Корона. Вот еще был чемодан. Шарики, ножницы. Хорошие новости о решении какого-то вопроса, возможно, будут. Да, и мешочек еще есть. Ой, этот сундук. И мешок, и сундук есть. И доходы, и расходы. Так, подсвечник, надежда, опять же, да, надежда на решение. Так, нет, и здесь нет. Значит, смотрите, первое событие. Бокал показывает, что в этот день, возможно, будет какое-то мероприятие, застолье. Приятная встреча, свидание. Временная разлука, расставание, общение с влиятельным человеком, расходы, доходы, деньги поступают, да, то есть и мешочек, деньги тратим. Но у некоторых зрителей проигрывается и мешочек, да, как доходы, поэтому, может быть, кому-то повезет, будет 2 источника дохода. Решение вопроса будет в этот день, хорошие новости будут, радостные, позитивные, надежда и неприятность. Но опять же, смотрите, ложится неприятность рядом с доходом. Да, может быть, как раз деньги получили, неприятность, что надо, допустим, там куда-то их потратить, оплатить что-то и так далее. Но опять же, это предположение. Возможно, эта неприятность к доходам не будет иметь никакого отношения. Может быть, это там что-то совершенно другое будет. Поэтому так, из предупреждений неприятность. Все остальное хорошие события.
И по финансам, и по новостям, и свидания тут. И, в общем, очень, можно сказать, хороший день. Благодарю за внимание, Водолей. Переходим к рыбкам. Так, рыбки у нас остались. Смотрим. 3 июня. Рыбы. События дня. 3 июня. Рыбки. События дня. Среда. Как для них пройдет этот день? Основные события какие? Что у них будет интересненького в среду у рыбок? Неприятность. Друг. Ага, видите, подсказали, какая неприятность. Конфликт. Ну, в принципе, эту неприятность всегда можно избежать. И разлука, чемодан. Мешок с деньгами. Так, здесь не вижу. Поехали посмотрим. Надежду нельзя. Подсвечник. Машина, дорога еще есть. А еще может быть неприятность в дороге. Не только конфликт. Может быть неприятность в дороге. Так, значит, замок нельзя. Дерево. Бокал. Приглашение застолья. Здесь нет и здесь нет. Смотрите, значит, что выпадает. Выпадает неприятность. Первая она выпала. Поездка, дорога. Приглашение застолья. Друзья. Может быть, как вариант, допустим, вас приглашают друзья. Ну, где-то хорошо провести время. А может быть, неприятностью является то, что, допустим, вам надо отменить какую-то поездку. Или в дороге к ним что-то происходит. Ну, не знаю, там поломался транспорт, перекрыли дорогу там и так далее. Дальше, значит, что еще здесь выпадает? Конфликт, может быть, выяснение отношений. Временная разлука после, либо встреча после расставания еще может быть. Допустим, если вы с кем-то сейчас в разлуке находитесь, то это может быть встреча. И расходы, мешочек, деньги, траты, расходы в этот день тоже могут быть. Так что вот такие события. Предупреждение, нужно постараться избежать конфликта и быть готовыми к тому, что может быть в дороге какая-то неприятность. Поэтому, если у вас там четко вы едете по определенному времени куда-то, лучше возьмите запасик какой-то, чтобы можно было, да, вот там, не знаю, пересесть на другой транспорт, не знаю, там поехать другой дорогой там, и так далее. В общем, вот такие предупреждения для вас. Ну, из хорошего это общение с друзьями, приглашение. Поэтому хорошее тоже есть, не без этого. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.